В эфире программа «Актуальное интервью». В студии работает Марфирина Алексеева. Здравствуйте. 28 апреля ежегодно по всему миру отмечается Всемирный день охраны труда. В текущем году он прошел под девизом «Революция в области охраны труда и техники безопасности. Роль искусственного интеллекта и цифровизации на рабочем месте». Сегодня с нами в эфире первый заместитель министра труда и социального развития Якутии Альбина Трубина. Альбина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, про Всемирный день охраны труда. Для чего он проводится и как давно? Всемирный день охраны труда объявлен Международной организацией труда еще в 2003 году, 28 апреля. И, соответственно, ежегодно теперь по всему миру отмечается данный день, Всемирный день охраны труда. У нас в республике принято распоряжение правительства республики для проведения месячника по охране труда, который приурочен к этому дню, Всемирному дню охраны труда 28 апреля. Это вот у нас буквально вчера произошло. Соответственно, вот в рамках этого месячника у нас также принимается план мероприятий по проведению месячника охраны труда ежегодно. У вас очень насыщенная такая программа была, да? Расскажите, какие мероприятия были организованы? Ну, прежде всего, хочу, конечно, отметить, что эти мероприятия у нас не только на региональном уровне проходили, на муниципальном уровне, на отраслевом уровне, в трудовых коллективах, да, и, конечно же, они все направлены на повышение культуры безопасного труда, да, на улучшение условий труда, по охране труда. Это, конечно же, и семинары, это и тесты на знания, да, по охране труда среди специалистов, это, конечно же, инструктажи по безопасности труда, это диспансеризация, медицинские осмотры работников, да, и другие мероприятия. Ну и, конечно, из таких значимых на региональном уровне это проведение панельной сессии, которая была организована Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия совместно с администрацией города Якутска, и были привлечены ведущие эксперты из Москвы. Это Национальная ассоциация охраны труда, приезжала генеральный директор Кондратьева Ольга, да, и также фирма Техноавиа, которая занимается выпуском специальной одежды для работников во всех отраслях практически экономики, да. И они проводили у нас вот панельную сессию, были как модераторами, так и спикерами, причем рассказывали о нововведениях по охране труда, а также, конечно же, проводили практические, да, скажем так, практические мероприятия для наших руководителей организаций, предприятий, не только, кстати, города Якутска, приезжали также из районов, да, и я думаю, что это мероприятие было очень полезно для всех. Ну и, конечно же, мероприятия проводились для наших специалистов, для наших молодых коллег, да, это в том числе на площадке Северо-Восточного федерального, да, университета проводились тоже семинары, да, практикумы для специалистов по охране труда и для наших студентов, которые учатся сейчас как раз на техносферной безопасности и будут в дальнейшем специалистами по охране труда. Вот интересно, основные причины несчастных случаев на производстве и в каких сферах чаще всего случаются, и как вы их избегаете? Несчастные случаи на производстве, они, конечно, к сожалению, зачастую происходят прежде всего из-за неудовлетворительной организации трудового процесса. То есть здесь все-таки руководитель, работодатель должен большое внимание уделять оценке профессиональных рисков и специальной оценке условий труда на рабочих местах. Конечно, я призываю работодателей, руководителей организаций, чтобы они обращались именно в специализированные организации для проведения таких мероприятий. Да? Ну и, конечно же, после выявления таких рисков обязательно их устраняли, да? Потому что лучше, значит, сегодня, да, направить финансовые средства на устранение таких факторов, да, которые могут повлечь в дальнейшем несчастный случай, либо профессиональное заболевание, да, работника, нежели потом, значит, это все отразится на производительности труда и, соответственно, на деятельности уже организации предприятия. Да. Поэтому, конечно же, прежде всего необходимо обращать внимание на оценку профессиональных рисков и устранение факторов на рабочем месте, которые вот именно могут повлиять на несчастный случай на производстве.
А все же, если привести примеры, какие чаще всего случаются и в каких производствах именно? Ну, конечно же, прежде всего это добыча полезных ископаемых, да, то есть такие уже априори, да, вот есть у них такие риски, да, скажем так, на рабочих местах. Это строительство, это транспорт, да, конечно же, поэтому здесь в большей степени наибольшее внимание должно уделяться им. Ну, и еще хочу отметить, что вредные и опасные условия труда, они, конечно, прежде всего тоже в этих отраслях, да. Понятно, что сегодня республика развивается, вводятся новые проекты большие, масштабные, строятся большие объекты, да, такие мощные. И, конечно же, туда привлекаются большое количество работников. Да. У нас за 5 лет увеличилось количество работников более чем на 4200 человек. Ну и понятно, что значит, рабочие места, количество рабочих мест тоже возрастает, и в том числе и с опасными и вредными условиями труда. Но здесь, конечно, как я уже говорила, работодатель и работник, ну да, и работник могут, в принципе, свой вклад внести на снижение этих рисков, да, и провести мероприятия по устранению таких факторов. Да. Тем более сейчас очень много новых технологий, лучших практик, которые можно внедрять и в таких отраслях, как строительство, промышленность и транспорт. А какие права есть у работников в области охраны труда и вот как они могут ими воспользоваться, если работодатель их нарушает? Ну, получается, конечно, работник в случае выявления, да, определенных нарушений трудового законодательства, да, может прежде всего, конечно, обратиться к самому работодателю, да, к руководителю и сказать ему об этом, да, в рамках трудового законодательства. В случае, если работодатель, руководитель не реагирует, да, и, соответственно, бездействует, конечно, здесь мы уже подключаем Федерацию профсоюзов, да, профсоюзные органы, и, конечно же, уже в дальнейшем, в случае, опять же, да, бездействия, то обращаемся уже в Госинспекцию труда Республики Саха-Якутия для принятия необходимых мер. А какие вот чаще всего нарушения со стороны работодателя обычно встречаются чаще всего? Какие нарушения? Ну, как я уже говорила, да, здесь неудовлетворительная организация трудового процесса. То есть, например, возможно, это уже зная, да, определенные факторы риска, все равно работодатель их не устраняет, например, да, или не использует средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты. Но я хочу отметить, что это далеко не всегда зависит от самого руководителя. Бывает и такое, что работник, имея, да, средства индивидуальной защиты, их не применяет, потому что либо не умеет, либо они, допустим, ему как-то неудобны и так далее. Но тогда нужно, конечно, сразу же обращаться к своему руководству, да, чтобы руководитель обеспечил либо замену этих СИЗОВ, да, ну, либо обучил своего работника пользоваться этими средствами индивидуальной защиты. А ими пользоваться обязательно. Как и везде, важен диалог. Да, конечно. А вот какой главный совет вы могли бы дать работникам, чтобы они могли защищать свое здоровье и безопасность на рабочем месте? Ну, конечно, прежде всего быть внимательными, быть бдительными, причем не только к себе, но и к своим коллегам. То есть если работник видит, что есть определенные нарушения, ну или работник видит, что его коллега не применяет, да, средства индивидуальной защиты, да, пренебрегает ими, то, конечно, нужно обязательно посоветовать своему коллеге, ну, либо довести до руководителя о том, что такое, ну, нарушение на сегодня имеется, чтобы в дальнейшем устранить и не допустить несчастный случай на производстве или профессиональное заболевание самого работника. Да. Конечно же, необходимо обучаться. Нужно знать трудовое законодательство, нужно знать свои права в сфере охраны труда. У нас целый раздел, да, отдельный по охране труда в Трудовом кодексе Российской Федерации. И, конечно же, необходимо соблюдать и требовать от остальных, чтобы все тоже соблюдали, как ваши коллеги, так и руководители. Да. Конечно, заботиться о своем здоровье. Здоровье своем и своих коллег в том числе. Да. Конечно, сложно да, давать, наверное, советы своему коллеге, но тем не менее, как вы сейчас сказали, да, в диалоге рождается истина, и, соответственно, все споры, все, соответственно, проблемы можно решать, да, и внутри трудового коллектива. Если это не получается, то, соответственно, подключаем Федерацию профсоюзов, да, и другие компетентные органы. Ну и, конечно же,
мы все должны, да, соблюдать те условия труда, которые для нас созданы, да, и, соответственно, совершенствовать, применять лучшие практики, да, применять новые технологии. Также использовать можно средства, да, например, Социального фонда России, которые направлены на предупредительные меры. То есть, в принципе, все на сегодня имеется, да, и как на федеральном, и так на региональном уровне, да, главное грамотно это использовать. Ну вот у нас еще до конца эфира осталась 1 минута, и мне вот очень интересно, что в этом году вот под девизом, да, и в том числе искусственного интеллекта, как это можно, как это наблюдалось, какие-то, возможно, у вас были интересные практические занятия, вот привести пример немножко. Но в основном, конечно, сейчас данная цифровизация, да, она внедряется во всех предприятиях и отраслях. Конечно, на сегодня в большей степени это такие промышленные компании, да, крупные, например, как Алроса, да, как Газпром, да, как Алмаза Анабара. То есть, соответственно, вот такие новые технологии применяются в большей степени в промышленности, я бы сказала. Да. Но, тем не менее, конечно, технологии развиваются, да, так же, как и искусственный интеллект, и все это направлено именно на, значит, устранение этого человеческого фактора, так называемого, да, то есть чтобы, значит, мы соблюдали, значит, технику безопасности, чтобы мы использовали, опять же, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты, да, то есть не пренебрегали ими, и именно вот технологии, да, которые устраняют этот человеческий фактор, должны нам об этом напоминать, сигнализировать и, соответственно, обращать внимание, в том числе, да, наших руководителей на вот такие вот, получается, нарушения, которые допускаются все-таки на рабочих местах, и устранение, значит, таких факторов. Ну что ж, Альбина Владимировна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.